Желание познать неизведанное толкает нас на шаг, за которым порой начинается совсем другая жизнь. «18 июня в городе Свободный Амурской области состоялся фестиваль «Квадродвижение-2016», в рамках которого прошли соревнования на квадроциклах. Такое событие команда южноякутских экстремалов «Саха-след», да и съемочная группа программы «Навигатор» пропустить просто не имела права. Так что 17 июня после обеда мы тронулись в путь. Нам предстояло покрыть расстояние в 1000 километров, так что ехали мы весь оставшийся вечер и ночь. Команда южноякутских экстремалов. Въезжаем в Амурскую область, вон уже граница. Да. Это что у нас с тобой получается? Без 10 7. Без 20, так, 7. Да, 7. 14 часов до начала соревнований в Благовещенске. Мы достигли отметки 12 часов ночи, а ехать нам еще 500 километров. А завтра с утра гонка. Руслан у нас вкатывается. Вместо того, чтобы на квадроцикле, он на тундре вкатывается. Завтра сразу на квадрик сядет. И, как говорится, с корабля на бал. Так что вот так вот наша южноякутская экстремальная команда не унывает. Мы все еще улыбаемся, двигаемся, и нам нужна победа. Мы за ней и едем, мы как бы на вручение должны успеть. Мы серьезно настроены. Так что, ребят, до встречи. Настроены только на победу. Если что, вырежешь. Я так понимаю, будут кого-то сжигать. Итак, друзья, мы добрались до лагеря, базовый лагерь. Судя по всему, все спят, а мы будем сейчас нарушать тишину. Пойдем, встречайте. Вот такие очаровательные домики ждут нас. И персональная вилла для нашей команды. Мы приехали с утра и как приятно удивлены. Нашли вот такую табличку. Якутия, дом номер 10. Ну что ж, пойдемте посмотрим. Заходим сюда. Мама, не горюй. Это ж сколько, друзья, можно было привезти с собой гостей. Разместиться здесь, уютно переночевать. Ну что здесь спать? Здесь просто отдохнуть. Самое главное, какой здесь воздух. Ну и в принципе так-то, в общем-то, довольно-таки неплохо. Я так понимаю, что территория какого-то пионерского лагеря бывшая, но какая тут растительность. Классная. Вот. Угу. Вот. У нас даже беседка есть такая. Какой у нас есть мега-мангал. Около 6 утра мы добрались до базового лагеря, а через 3 часа начало соревнований.
прохождения техкомиссии и административной проверки узнаем приятную в кавычках новость. Участника нашей команды Руслана Теущакова и его боевого коня 700-кубовая Yamaha Grizzly судейским решением определили в группу, где собрались настоящие монстры бездорожья объемом двигателя свыше 700 кубических сантиметров, такие как BRP XMR с литровым двигателем и представители китайского бренда CF Moto на 800-ках, которые поначалу Гризлика даже за соперника не считали. Самый маленький в данной категории, но они еще не подозревали, кто управляет им. Вот так, сложив воедино ночной автоперегон, что и получилось, как в поговорке «с корабля на бал», определение в сильнейшую подгруппу, где собрались более мощные соперники, незнание трассы, то есть беспробных и тестовых заездов, и, конечно же, олимпийская система вылета. Приехал вторым, давай, до свидания. Набрались смелости, потому что как бы сзади Нерюнгри, олимпийская система, один проигрыш, и все, это едешь домой. Домой очень не хотелось как-то покататься. С первого раза как-то, да, вот именно пошло, и с первого захода как-то вот зрителям понравилось, потому что все, что было до этого, у них квадроциклы мощнее, но они больше, тяжелее, а люди поспокойнее, поувереннее. А у нас, я говорю, за нами Якутия, нам бояться было нечего, терять было нечего. Тут стоит заметить, что состязания проходили в дисциплине спринт, то есть парные заезды. Пришел первый, проходишь дальше, где тебя ждет победитель из параллельной подгруппы. Ну а проиграл, собирай манатки и восвояси. Так что остается только догадываться, что творилось в голове Руслана, когда он в первый раз вышел на старт. А мы держали кулаки, только бы не вылетел в первом заезде. А то представляете, как будет обидно, проделав такой путь после первого же заезда обратно. И лучше кого-либо понимал это сам Руслан. После первого же заезда, помимо победы, в нем приходит и любовь зрителей. Ведь сооруженные препятствия на трассе в виде качель Руслан просто перелетел под восторженные овации болельщиков.
за что и получил впоследствии прозвище «Летающий». И даже некоторые из соперников признались, что сегодня день Якутии. После второго и третьего заезда Руслан уже показал лучшее время на круге, побить которое так никому и не удалось. А судьи уже начали делать ставки. И в стане соперников всерьез начали думать о тактике. Ведь было понятно, что в прямом столкновении шансов практически не было ни у кого. Остался один вариант – взять измором. Так, к примеру, если от команды участвуют несколько гонщиков, то когда выпадает заезд между членами команды, то тот, кто послабее, снимается с заезда, отдав победу более сильному товарищу по команде и тем самым дав возможность дополнительного отдыха. Ведь во время прохождения круга нагрузка колоссальная, да и предфинальные жеребьевки опять легли не в нашу пользу. Будьте добры нашим подписчикам, разъясните немножко, почему вот эти не едут ни с кем, почему между собой не поедут? Потому что в финал у нас вышло 6 человек, соответственно, если они будут между собой стартовать, то у вас получится 3 первых места. Ну, то есть 3 человека, которые могут биться за первое место, соответственно, они не могут за него вместе все биться. Поэтому мы разделили, на 8 пошли, вытянули жребий, соответственно, было, да? Вот, потому что кому-то, соответственно, по жребию повезло, и он уже автоматически у нас перешел в полуфинал, вот, а остальным, кому так не повезло, они будут сражаться уже за это место. Все, понял, что вопросов не было, спасибо. Окей, всем привет. Так что к вышеупомянутому списку, ночь, дороги и так далее, Руслан был вынужден честно и мужественно пробиваться к пьедесталу, не пропуская ни одного заезда. Так и получилось, когда вышли на полуфинальный круг. Руслан к тому времени совершил уже 7 стартов, а соперник всего 4. Да и перед этим стартом у него была возможность отдохнуть, так как автоматом перешел в эту подгруппу. Тактика измора, конечно, дала свои плоды. Руслан уступил этот заезд на какую-то долю секунды. В результате 3-е место на пьедестале, за которое уже вечером на биваке сами судьи говорили, что это 3-е стоит 3 первых. Как только флажок махнул, старта, что он там показал, сразу все просто полюбили, влюбились, и даже вот буквально после первого заезда все зрители единогласно отдали нам приз зрительской симпатии. То есть целый кубок не сразу забрать. То есть даже еще не выходя на подиум, то есть мы еще не знали, какое место займем, уже приз зрительской симпатии у нас уже был. Там такие, как его прозвали, он говорит, это летающий Руслан. Благодаря Руслану нашу команду из Южной Якутии запомнили все и надолго. А город Нерюнгри стал достойным кандидатом на проведение следующего дальневосточного фестиваля экстрим-движения. Спасибо всем ребятам, кто откликнулся, что приехали вот с Якутии, молодцы ребята, как бы доброжелательные, до конца боролись, молодцы, всем спасибо. Скажи мне, пожалуйста, вот что ты чувствовал примерно, вот когда первый раз на первый круг пошел? Когда пошел на первый круг, на первый круг мы пошли, у нас была задача какая? Получается, если бы я на первом круге проиграл, все, можно было ехать домой. Но было бы очень обидно отмотать 1000 километров, не спать ночь и на первом круге сдаться. Поэтому первый круг я выжил все, что мог. Я не знал трамплина, я не знал, что ждет с той стороны бугра. Поэтому, все видели, что ни капли сожаления, ни капли страха, просто шарашил все, что можно. Мы безумно рады. Просто всех. Первый заезд был огонь. Первый, да. Вообще. Север, да. Просто ты всех порвал. Этот молодой человек нас сегодня удивил, порадовал. Красиво отъездил. Просто молодец. Твой первый заезд, все были просто. Да, по луже нам мало, и круг проходил, как будто там даже глубины. Да, прорезал. В смысле, прорезал. Спустя неделю, уже в Нерюнгри, Руслан все же взял первое место. За самый оригинальный костюм на велопробеге, посвященному Дню молодежи. Ведь не зря гласит народная мудрость: талантливый человек, талантлив во всем. Теперь точно можем заявить, что мы готовы организовать и провести фестиваль экстрим-движения в Нерюнгри. Халтам Трофи 2016. Следите за рекламой, а мы начинаем подготовку.